Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто и что скоро неожиданно появится в вашей жизни? И если тема интересна, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто и что скоро неожиданно появится в моей жизни. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какой-то мужчина прям закрутит вас в танце. Мужчина, девочки, мужчина идет. Для мужчин женщина. Женщина, да. Вы смотрите, какой человечек. Человечек очень необычный. Человечек просто, действительно врывается в вашу жизнь, причем под каким-то странным предлогом, либо повод для встречи какой-то необычный идет. Это не совсем про любовь и не совсем про действительно романтические знакомства. Вас судьба столкнет при действительно очень необычных обстоятельствах. Вот вам этот человек просто понравится, да, вот так подумайте, приятный человек. А вот этот человек прям влюбится с первого взгляда, влюбится и заботится. И кроме вас никого видеть не будет. Вот такое желание быть с вами, вопреки, вот что бы ни было, вот хочу именно с ней, либо хочу именно с ним. Все, вот как пристанет к вам этот человек и не отстанет, уговорит вас на любовь, на романтику и на счастье. Вам от этого человека очень много положительных эмоций идет. Тут и признание, и подарки, какие-то действия. Как-то невероятно себя проявят. Такого в вашей жизни еще никогда и ни с кем не было, как будет именно с этим конкретным человеком. Но вы мимо пройти точно не сможете. По крайней мере, я вижу, что человечек прям прилипнет к вам, прилипнет. И не то чтобы прям навязчивый, да, но тем не менее, вот будет стараться вас уговорить, там, не знаю, там где-нибудь там будет вас подстерегать, там, организовывать какие-то случайные встречи, там, куда-то вас звать, приглашать. Стараться вот как можно быстрее влиться в вашу жизнь. Влиться, и если у вас есть какие-то проблемы, если есть какие-то сложные ситуации, человек себя не пожалеет, там, жизнь свою на алтарь положит, но для вас добьется либо какого-то облегчения, либо какого-то исполнения, да, будет очень стараться. Кстати, девочки, кто у меня в какой-то тяжелой бедственной ситуации при больших долгах. Вот, долги, я не знаю, какие-то сложные обстоятельства, скорее всего, этот человек, будучи вам мало знакомым, согласится, либо предложит вам оплатить ваши долги. У вас, конечно, будут сомнения, и вы не привыкли, да, вы не привыкли, что за вас кто-то платит. Так же и сложилось. Вам будет очень сложно принять эту помощь, но поверьте, эту помощь принять надо. Человек делает это без задней мысли, не будет ничего просить взамен. Для этого человека важно, чтобы вы улыбались, не плакали, не ходили там вся такая вот замученная, с поникшей головой, чтобы вы были счастливы. Вот. Человек будет готов последнее отдать, чтобы оплатить ваши долги, чтобы исправить вашу бедственную, тяжелую финансовую ситуацию. Вот, да, прекрасно. Так, кто еще ворвется? Какой-то очень хитрый человек ворвется в вашу жизнь, вот так неожиданно появится. Какой-то хитрец, знаете, похож на жонглера, да? Он чем-то жонглирует, какими-то фактами, какой-то информацией, какими-то даже своими, я не знаю, ролями и проявлениями.
Вы этого человека очень быстро раскусите. Вы с этим человеком очень серьезно поговорите. И вы знаете, произойдет невероятное. Этот человек вам прислушается. Прислушается, там, может быть, даже признается, покается. Вы вот, ну, вы не ждете такого результата, но вы сможете помочь человеку поменять его жизнь, да, уйти от этого лицемерия, обмана, вот этих всех фокусов и перейти в порядочность, в добродушность. Ну, действительно, вот судьбоносный вы человек идете. Каким-то своим словом, либо, ну, действительно, разговором вы меняете жизнь другого человека, даже вам незнакомого. Какое-то колоссальное влияние окажете на этого человека. И этот человек под вашим влиянием, под силой ваших слов, очень убедительных слов, действительно будет меняться. И знаете, он войдет в вашу жизнь уже не как какой-то мошенник, там, обманщик, трикер, а как порядочный, благонадежный друг, товарищ, ну, я не знаю, там, может быть, коллега. Вот. То есть вы спасете душу этого человека. Это просто грандиозно. Я не знаю, чем вы занимаетесь, я не знаю, работаете на пенсии, сколько вам лет, неважно. Важно, что вы поменяете жизнь другого человека. То есть Боженька даст вам такую возможность спасти эту заблудшую душу, и вы ее спасете. Может быть, как, знаете, отвернуться все от этого человека, а вы нет. А вы нет, вы не отвернетесь, вы наоборот протянете руку помощи, вы поговорите, да, и человек вот прям расчувствуется, проникнется и дойдет, что нельзя жить так плохо, да, нельзя быть таким вот нехорошим человеком, а нужно быть как вы. Вы как пример, знаете, такой светлый учитель идете. Так, еще момент связан тоже с людьми не очень хорошими. Очень похоже на соперничество. Соперничество, причем в любви, скорее всего. Ну, вас будут расценивать как соперницу, либо как соперника. Может быть, вы не будете являться соперником, соперницей, но вас так будут видеть. Возможен какой-то разговор с женщиной, либо с мужчиной, ну, смотря кто меня смотрит. Какие-то обвинения, беспочвенные обвинения в ваш адрес. Но вы не обидитесь на этого человека, не обидитесь нисколечки, потому что, ну, это просто ошибка. Это ошибка, вы будете объяснять, вы будете говорить. Да, возможно, вас не услышат с первого раза, но потом, поверьте, все наладится. И тот, кто к вам подходит с такими вот там, выяснениями отношений, потом этот человек для вас что-то сделает приятное. Ну, как тоже скомпенсирует, да, неудобства. В чем-то поможет, что-то подскажет, либо в чем-то посодействует. Человек делает вам приятно. Так, идут детки. Кому-то придется работать с детьми, либо заниматься детьми, проводить время с детьми. Вы не то чтобы против, но вы скорее как боитесь, да? Ну, справлюсь, не справлюсь, дети, ведь такая большая ответственность. Вот, у вас будут сомнения. Вы знаете, вам достанутся самые лучшие дети на свете. Самые добрые, открытые и послушные. Вы огромное, такое прям колоссальное удовольствие будете получать от этой работы, либо от этого занятия, да, времяпрепровождения с детьми. Поэтому не спешите отказываться, просто попробуйте. Попробуйте, и вы все поймете. Это ваше. Вы вообще как прирожденный учитель, педагог. Вы невероятно интересный человек, вы умеете интересно рассказывать, вы просто волшебница, да, либо волшебник, если мужчина меня смотрит. Поверьте, может быть, это дело вашей жизни, может быть, именно в работе с детьми вы найдете себя. По крайней мере, я вижу пользу в плане омоложения вашей энергетики. Да? Эта детская энергетика поможет вам омолодиться. Омолодиться, да, забыть о каких-то своих проблемах и тоже себя немножечко почувствовать ребенком. Так. Кто-то у меня будет совершать сделки, купля-продажа, там может быть аренда. Ну вот передача денег идет. То ли вам передают, то ли вы будете передавать. Вам судьба пошлет невероятную женщину.
она и умная, и красивая, и она невероятно честная и порядочная. Если какие-то могут быть там, знаете, подводные камни, там, с документами что-то не так, там, всякие там бумажечки, справочки, да, что-то может пойти не так. Поверьте, эта женщина, она вот все возьмет на себя. Если вы что-то продаете, то она купит, например, не торгуясь. Если вы покупаете, то она даст вам очень хорошую скидку. И если какие-то проблемки возникнут, она сама все порешает, она сама все сделает. И, ну, понимаете, облегчит вам жизнь. Невероятная женщина идет. Ну, просто памятник надо таким людям ставить. Одно удовольствие с такими людьми работать. Вот пошлет вам эту женщину. Причем даже не пошлет, скорее всего, она вас сама найдет, как-то сама на вас выйдет, ну, либо как первая будет интересоваться, либо предлагать. Так, еще кто-то найдет родственников. Родственники, друзья, но больше, конечно, похожи на родственников. Какие-то потерянные родственники, да, выпавшие звенья цепочки. Кто-то найдется, кто-то обнаружится. Люди очень милые, люди немножечко такие простоватые, но при этом очень честные и открытые. С большим удовольствием вы с ними познакомитесь и будете поддерживать связь. Я не могу сказать, что вы прям плотно будете содействовать, там, видеться постоянно, но тем не менее у вас идет связь с этими людьми. И вам будет приятно от того, что именно такие благородные и добрые люди оказались вашими родственниками. Пусть и очень дальними, пусть и там какое-то время забытыми, но тем не менее. Знаете как? Они вас будут искать. Они вас будут искать, и они вас найдут. Они-то о вас знают, а вы вот о них совершенно ничего не знаете. Но вот семья у вас воссоединится. Кстати, кого-то отыграется, что люди живут совсем уж далеко от вас. Может быть, на другом континенте живут. Они, кстати, засыпят вас какими-то подарками, либо какими-то посылками. Что-то постоянно вам будут отправлять. Отправлять. В чем-то им будет казаться, что вы там, не знаю, бедствуете, либо голодаете. Будут вас снабжать подарками, снабжать едой, какими-то, может быть, даже вещами. Так, прекрасно. Вот смотрите, сколько бы вы ни отказывались, они вам все равно что-то вот покупают и отправляют. Может быть, там по несколько посылок даже в месяц будете получать. Ну что, неплохо. Но у людей есть возможность, почему нет? Особенно если вы, например, нуждаетесь. Вот, будут вам помогать эти люди. Так. Девочки, у кого-то вот еще с родственниками отыграется ситуация. Ну, допустим, у вас был муж, и этот муж, поступил несправедливо по отношению к вам, к вашему ребенку. Либо, волей судьбы отошел в мир иной. Да, и получается, что у вас поддержки со стороны вашего мужа нет и не было, да. Вас найдут какие-то люди, по крайней мере, я вижу двух мужчин. Может быть, это братья этого мужчины, может быть, они, не знаю, какие-то другие родственники. Они вам будут предлагать помощь, скорее всего, материальную. Да, вот так и скажут, там, наш брат поступил плохо, да, оставил ребенка, оставил жену, там, непорядочный, в общем, он у нас, да. Нам очень стыдно, и это неправильно, вот мы хотим помогать, и они будут помогать. А у других же отыграется, что люди просто не знали, что вот такая ситуация произошла. Как только узнали, вот кинулись искать, вас нашли, да, и будут вам помогать. Это во благо, не отказывайтесь от этой помощи. Поверьте, вот эти люди, они придут с открытыми сердцами. Никакой задней мысли у них нет. Они действительно хотят помочь, они хотят действительно поучаствовать в жизни вашей или ребенка. И вашей, и ребенка, да. Помощь идет. Два мужчины я вижу. Мужчины среднего возраста. Открытые люди, причем есть возможности, они будут помогать. И я так понимаю, что они вас не оставят. Это не разовая помощь. Если вы примете помощь, они будут это делать постоянно. Это очень, кстати, хорошая поддержка идет.
Так, ну и главный момент. Это ваша фигурка. Вот, посмотрите, ваша фигурка. У вас в руках Луна. Это очень хороший знак. Луна – это знание. Луна – это сила. Луна – это интуиция. Луна – это исполнение. Я вижу, что вы свою Луну в правую руку-то возьмете. Мои хорошие, время пришло вам получать от жизни то, что вам предначертано, на роду вам написано. Ничего не отбрасывайте, все, что будет приходить, принимайте. Принимайте и не забывайте благодарить. А также желательно еще хотя бы, ну, скажем так, раз в месяц делать минимальный откуп. Откупом может быть что угодно. Вы можете пойти в храм, оставить подаяние, либо сделать пожертвование. Вы можете конкретному человеку помочь. Вы можете просто вот покормить бездомных животных, да, либо птиц покормить. Это тоже считается откупом. Вот, не забывайте об этом. За все нужно откупиться, чтобы вам потом счет не выставили гораздо больше, чем вы получили. Не забывайте. И, конечно же, верьте в себя. Не душите в себе порывы, не душите в себе способности, таланты, желания. Ни в коем случае этого не делайте. Наоборот, прокачивайте себя, меняйтесь, совершенствуйтесь, креативьте. Ничего не бойтесь. Не бойтесь быть смешной, да? Не бойтесь какой-то огласки, там, либо что кто-то будет тыкать пальцами. Этого не бойтесь. Бойтесь закрыть себя в 4 стенах и, как говорится, похоронить заживо. Вот этого бойтесь. Живите, живите полноценно. Я вижу, что жизнь будет давать. Я вижу, что судьба будет давать, что высшие будут давать. Пришел ваш час. Ну так получайте. Получайте, благодарите и живите, наслаждайтесь своей жизнью. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.